Парламент Южной Осетии одобрил изменения в закон об актах гражданского состояния. Законопроект определяет порядок изъятия из обращения паспортов граждан Российской Федерации, умерших на территории Южной Осетии, наряду с паспортами граждан Республики Южная Осетия. Основанием послужила нота посольства Российской Федерации, которая обратилась в администрацию президента, о том, чтобы отрегулировать взаимодействие органов государственной власти, соответствующих Республики Южная Осетия, с посольством Республики Южная Осетия по вопросу изъятия паспортов граждан Российской Федерации, умерших на территории Республики Южная Осетия. Такой порядок был определен данным законопроектом. Поправки внесены в бюджет республики на 2025 год. В частности, они обусловлены необходимостью совершенствования системы оплаты труда. Проект поступил в правительство, был разослан всем депутатам, все ознакомлены. Никаких замечаний в комитет по данному законопроекту не поступало. Депутаты парламента внесли изменения в закон о бюджете социального фонда республики на 2025 год. Документ разработан в целях обеспечения устойчивости выплат и исполнения государством взятых на себя обязательств. Глава законодательного органа Алам Маргиев подчеркнул, что изменения позволят обеспечить своевременность пенсионных выплат. Нами был задан вопрос о том, хватит ли этих средств для того, чтобы вовремя выплачивать пенсию нашим пенсионерам до конца года, включительно январь, на что был дан ответ, что да, еще предполагается рост количества пенсионеров порядка на 70 человек, и было сказано, что это все учтено, проблем с выплатой пенсии не будет. И сегодня же парламент назначил новых членов Совета директоров Национального банка Южной Осетии. В разделе «Разные» народные избранники обсудили социально значимые вопросы. Зарина Кочиева, Аида Кочиева, информационный выпуск сегодня.